Начинаем тактический штурм, 3-минутный. Решение задач на время. Ну, здесь будет линейный мат, вероятнее всего. Как есть. Король. И подключаем коня. Просто слабость последней горизонтали. Теперь со слоном на пешку. Уже 7 батареи работает, ферзя и слона. На связке ладью забрали. Открытое нападение, слон потерян. Ферзь h4 и короля спасти. Только отдача материала нужно бьется. И слон держит пешку. 5. Вот съедаем. Ладья съедает ферзя. Так, надо защититься. Конь на c4 это поможет. Просто двойной удар. Ладья потеряна. Перегрузка и слабость последней горизонтали. Конь на d3 именно ферзем съедает, поскольку он выпад нападения. Ну, то есть пешкой главное уйти от шахов аккуратненько. Слон b3 и мат на d1, на e1, уничтожение защиты, ладья со слоном делает свое дело. Ладью забрали. Да, на d8. Король g6 и король мат e8. Ферзь идет на f6 и мат пешкой. Так, здесь будет перегрузка, но меняется, поэтому в начале на g7 фигура лишняя. В начале на e7 размен и фигура заведет. И вилка. Нет, шеф не дает живот. Перегрузка на d4. Ну, естественно, слон съедает, защищает это. Так, ферзь c6, но нечем защищаться. Приходится брать ферзя на связке. Ну, неизбежно мат. Ну, красиво. Это Фишер Мегмершур. Известная партия из парандийского начала. Красиво мат. И ладья съедена. А нужна ли она? Мат. Потому что нам мат грозил форсированно. Так, слон под боем. Поэтому что поэтому? d7 съедаем. И на c6. Перегрузка. Слабость последней горизонтали. Ну и ладью на e1 добавить. Ну, f6 и ферзь потерян. В итоге ладья забирается. И слон на c1 пропадает. Съедаем. Ферзь h5 и мат не успел. Повисло. Ну, эта задача должна была быть решена. Ну, вот так, 30.